Маршал Халдел, валикум салам. Сегодня 16 мая 2026 года, 19 часов 1 минута по Брюсселю и 20 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, мы вас всех сердечно приветствуем. У нас сегодня 224-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами, как обычно, по субботам и вторникам сопредседатель единственного легитимного органа власти чеченского народа, Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, бывший председатель парламента и ближайший соратник Джохара Дудаева Аяд Идигов. И всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Не дайте никакой информации, которая может вас как-то идентифицировать. Ну и не распространяйте ссылку на наш стрим, потому что это для вас может быть небезопасно. Все остальные, вы можете заходить, стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и в TikTok на канале. Вы можете заходить, задавать вопросы, принимать участие, если вы хотите. Вы попросите слово, я могу поднять вас в TikTok, и вы сможете непосредственно сами задать вопрос Аяду, сказать свою какую-то реплику, свое мнение, желательно по теме, которую мы обсуждаем на данный момент, в данный час. Ну и, как обычно, передаю в начале нашей передачи слово Аяду Идигову. Аяд, вам слово. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Все, кто нас слушает и видит. Сегодня мы в эфире и будем говорить о общей проблеме, которая есть в мире, а потом поговорим по тем вопросам, которые касаются чеченской государственности Украины, и ответим на ваши вопросы. Ну, в целом сейчас везде кругом обсуждается вопрос от поездки Трампа в Китай и какие результаты там, собственно говоря, были достигнуты. Ну, как правило, здесь, видимо, получается так, что Трамп, как всегда, падок на деньги, как говорят все вот политики, и сам этот вопрос там стоял как бы краеугольным камнем. И получается, что там были достигнуты многие вопросы, решались, были подписаны много документов, которые, наверное, потом еще более шире расскажут. Но главный вопрос, который там достигнут, был это то, что Трамп заявил, что он больше не будет защищать Тайвань, если, допустим, на него нападет Китай. Ну, прямо он сказал не так, но он дал это понять. Но в то же время нападение Китая, скажем, на Тайвань, считая его своим островом, своей частью, но этот процесс еще будет решаться не потому, что Трамп так заявил, потому что это будет еще Конгресс решать, там должен быть специальный вопрос. И более того, у самого, скажем, Тайваня есть такой очень важный, как говорится, момент, который может сказать, что у него есть ядерная бомба, как говорится. Ну, фактически. Не ядерная бомба, а то, что чипы, которые они производят, они являются самыми такими мощными, которые по своему уровню не достигают никакие, значит, другие страны. И как раз-таки Китай, наверное, хочет овладеть ими. Если они эти чипы, которые они производят, в основном, они их делают там, и если они их перенесут в другую, скажем, часть света, допустим, в Америку или еще куда-нибудь, то это очень будет сильно ударить по всем, может быть, другим, скажем, регионам мира. Ну, так говорят, насколько, мы не знаем, насколько, ну, по крайней мере, еще при Байдене этот вопрос ставился. До этого ставился, оказывается, именно то, что они производят. Это как раз есть та часть, скажем, ракеты и дронов, которая дает возможность ударить любой ракетой, скажем, форточку. А у китайцев и у других там стран этого нету. Вот здесь вот такая вот, скажем, ядерная бомба, которая может быть очень опасна для самого Китая. И, видимо, договор этот состоялся лишь только потому, что Трамп ищет защиту сейчас во всем, чтобы где-то
но у него вот собирается в последнее время были заседания в Конгрессе, и Конгресс, как говорится, преодолел право вето и набрал, говорят, 182 или 3 голоса, которые обходят, значит, решение самого председателя Конгресса, который сам назначает какую-то тему. А здесь назначены были, значит, обход именно этого председателя Конгресса, назначены на какое-то время ближайшее рассмотрение вопроса помощи Украине такой и поддержку, скажем, говорят, НАТО, который будет помогать Украине. И более того, еще там будет рассматриваться вопрос о том, чтобы создать специальную службу по восстановлению Украины. Собственно говоря, это как бы идет в пользу Украины. В то же время, как говорят СМИ и как говорят политики разные, речь идет о том, что после вот этого вот, значит, поездки Трампа в Китай, следом за ним сейчас туда собирается, приглашен и полетит туда Путин. Когда это, наверное, в ближайшее время, я так понимаю, он полетит туда, будет по итогам все это рассматривать. И более того, там вот идет такая вот, значит, информация, что все же Трамп пытается как-то спасти Путина. Почему он пытается его спасти, для чего это ему нужно, это вопрос второй. Наверное, это связано с тем, что сам Си Цзиньпин и Китай, в принципе, хотят как-то сохранить вот эту стабильность и вместе договориться, где-то там какие-то вот свои экономические интересы решать. Если они Путина, скажем, оставят, то он у них как бы свой. Ну и недавно вот была вот такая информация, что скажем, в России чуть ли не госпереворот готовится, что якобы Шойгу готовит этот госпереворот. Шойгу там выступил, начал объяснять, что он никогда это не сделает, что он патриот своей родины, что его хотят посадить и все такое. На самом-то деле вопрос, оказывается, касался совершенно, это было ИПСО, то есть вброс информационный. Оказывается, такого не было. И на самом-то деле речь шла, чтобы вот та экономическое, значит, положение, которое сейчас возникло в самой России, чтобы покрыть это, в тень бросит на то, что финансовое и экономическое положение России сегодня очень плохое. И более того, потому что Украина начала наступление, в некоторых частях завоеванных оторвала от России назад свои территории. Она даже, значит, начала действовать в Крыму. И ситуация как бы переломная в сторону пользы Украины. Чтобы это не было видно, они хотели как бы, значит, Путина вот представить такую ситуацию, что ему, мол, некогда, там у него внутреннее вот это положение, и что он вот сейчас занят якобы госпереворот и все такое. В общем, эта пропаганда идет, и куда она там выльется, неизвестно, но в любом случае видно, что Украина сейчас бьет по, значит, таким экономическим, скажем, местам, там в Ивано-Франковске и где-то там в других регионах бьет по таким важным, таким, значит, военным объектам, с которых где готовится, скажем, вооружение для того, чтобы напасть на Украину у России. Ну, в этом смысле сейчас вот многие выступления здесь рассказывают, что якобы это, мол, так, временное как бы затишье, и говорят, есть договоренности, говорят, так можно говорить, ну, по крайней мере, рассуждения такие, что в целом Россия сейчас находится в таком тяжелом положении экономическом, и что вся беда в том, что народу России, как делают заключение, народу России надоело вот это все, что творит Путин, 5 лет прошло, ничего нету, и они сейчас вот создают вот такое впечатление, что Путин, мол, это, мол, хороший, все такое, они вбрасы делают, какие-то старушки другие выступают там, или Соловьев выступает, все там кричат, орут, но в то же время, оказывается, есть вот эта усталость от этой войны, которая ничего не дает,
И в принципе, в целом все население России в целом устало от этих всех вот этих вот атак. Это недостижимые цели, которые сегодня перед собой поставил Путин. В общем, вот такая ситуация на данный момент. А Китай и, значит, вместе с ним, я имею в виду Америка через Трампа, они готовят какие-то свои там вопросы, связанные и с этим Иранским проливом, и связаны с этим проливом Тайваня, я имею в виду там, который проходит. Здесь и напряжение будет, потому что этот Тайвань вообще находится под защитой самой Америки и даже Японии, которые там вот участвуют в этом процессе. То есть ситуация такая, а как она разрешится и куда это все вернется, посмотрим. То есть мы сейчас можем только говорить о том, что мы видим, как говорят в прессе, то, что говорят, скажем, эти политики, и можем свои выводы делать. Вот на этом пока я остановлюсь, Аслан. Если будут вопросы, давай, значит, по вопросам поговорим, а дальше посмотрим. Ага, Баркалаят, Дейли Схоль. Друзья, всех приветствую. Зубайр Дейли Маша Салхоль. Всех, друзья, приветствую. Маша Дой. Кто у нас здесь? Сейчас у меня тут подвисает что-то. Так, Шамиль, Иркин, всех приветствую, друзья. Я хотел бы у вас спросить по поводу вот не про эту ситуацию, которая есть непосредственно, а вот про некоторых деятелей, которые, например, выступают от нашего имени. Есть, например, такой Руслан Кутаев, который человек позиционировал себя там соратником Дудаева, потом Масхадова, потом всех остальных. Потом он был, что из России насильно не выгонишь, мы хотим якутские алмазы, мы хотим с Россией быть. Он одно говорил. А как мы знаем, этот человек, и я так полагаю, судя по фотографии, которую мне тогда прислал Муса Таипов, я ее распространяю везде, показываю, где он в кителе, военном кителе, но он не совсем военный, это китель Министерства юстиции. И есть такие понятия ФСБ, как прикомандированные, когда назначают на другие должности, но оставляются одновременно там сотрудниками. Я хочу сказать, что это высокопоставленный человек с первых дней, это уже не молодой человек, это с первых дней, который вредил нашему государству, нашему чеченскому народу. Его по какой-то причине неведомой мне пригласили в ПАСЕ, ему дали слово. Там он, хотя прекрасно в ПАСЕ знали, что он антисемит, что он антисионист, ну, короче, постоянно вот эту свою именно российские нарративы несет. И потом он начал говорить про какие-то убийства чести. Вот эта тема, она ФСБшная тема, российская тема, которую ее нам вбрасывают, раскручивают постоянно. Здесь на Западе настоящее время, радио «Свобода» подхватывают, сейчас уже как бы с оговорками, потому что увидели, что мы реагируем, но все равно это тема, которую вот распространяют. И есть такой фашист Ходорковский, русский имперец-фашист, который также находится в этом ПАСЕ. Я не знаю, может, там просто всех КГБшников собирают, может, это ПАСЕ тоже неравнодушно к этой организации. Ну, вот всех собирают вот этих людей. И этот вроде бы по логике вещей Руслан Кутаев говорит против антисемитов, антисионистов, но Ходорковский, который позиционирует себя евреем, заступается за Кутаева. Причем он не говорит ни про антисионизм, ни антисемитизм, он говорит про убийство чести, про который Руслан Кутаев, я напоминаю вам еще раз, зрителям я имею в виду, Руслан Кутаев этнически не чеченец, он с Ачхой-Мартана, он тюркского происхождения, он сам об этом дает интервью. Все в населенном пункте Ачхой-Мартан знают, что он не чеченец, что он из тюркских кумык, может быть, еще кого-то он там представляет. Это достоверная информация, ничего не выдумывает. Но этот человек садится и в нарративе вот этих убийств чести, которые сейчас ФСБ раскручивает, говорит про то, что каждая семья имеет право убить. Причем из-за этого какая-то сенсация делается. Права ни у кого нет убивать члена семьи. Но то, что семья может пьяный отец убить свою дочь или сына или еще что-то, это сплошь и рядом на России происходит. И никто всех россиян гражданства, родительского права не лишает, только лишь за то, что кто-то где-то кого-то что-то с ним сделал.
Поэтому и сидит Кутаев, сидит вот этот Ходорковский и рассказывает о том, что да, конечно, пусть увидят в Европе, говорит, на Западе. Руслан Кутаев просто говорит про эти, типа, наши обычаи, традиции такие, нашу культуру. Пусть все увидят, говорит, кого хотят принять, которые вот занимаются убийствами чести, убийством людей. Я не знаю, откуда они взяли этот принцип. Много Россия на нас навешивала вот этих ярлыков. Вот сейчас еще очередной она на нас навешивает. Вот в связи с этим, Аят, что вы могли бы сказать, ну, во-первых, в предыдущую историю этого человека, хотя вы неоднократно это говорили, ну и сейчас вот поведение вот этого провокатора, который абсолютно ведет античеченскую, пророссийскую деятельность, как бы вы ее охарактеризовали и как бы вы ее прокомментировали? Спасибо. Ну, вообще-то ты обо всем сам сказал, но я, значит, вот что скажу. Возможно, что это была специально запланированная акция в ПАСЕ, потому что там в ПАСЕ сидят люди, я имею в виду вот эта площадка, куда собраны все эти имперцы, по сути дела. Они против, скажем, Путина и хотят прийти к власти в новой, скажем, России, которая тоже будет все равно имперская, как я вижу. Почему я это вижу так? Потому что они все против того, чтобы вот Чеченская республика, которая была создана по праву, в рамках международного права, они говорят, вот кого вы, вот кого вы хотите там признать из-за государства, чтобы оно было. Так этот Ходорковский не понимает простой вещи, что чеченский народ в 90-м году, когда, значит, Совет Союз принял 3 апрельских закона, в котором все автономные республики стали союзными, после этого чеченский народ провел свой референдум общенациональный съезд чеченского народа, который собрал со всего мира, значит, выборщиков, от каждой 1000 человек по одному выборщику, их собралось тогда на съезде около 1000 человек. А затем этот съезд принял декларацию, этот референдум, что мы воссоздаем свое государство в рамках современного международного права. Хотя наше государство было в 22 году, значит, оккупировано, раздроблено на части, и мы могли бы ссылаться на то, что мы восстанавливаем свое государство. Но так как в современном международном праве не идет речь о том, что было в прежние времена до 1948 года, мы, значит, заключили что создаем свое государство в рамках международного права. Более того, после этого, уже 27 ноября 90 года, уже после общенационального съезда, действующая власть на территории Чеченской республики, Верховный Совет Чечено-Ингушской республики, тоже принял свою декларацию, в котором сказано, что мы создаем свое суверенное независимое государство, как и любое государство в мире. Тоже декларация была принята. На основе этого мы собирались тогда, значит, выйти, собственно говоря, выйти из Советского Союза, если нам было бы позволено. Но так как по международному праву мы не можем выйти, и никто не может выйти из любой страны, никакая часть, если на это не дает разрешение сама власть, в которой ты находишься, скажем. А тогда был Советский Союз. Мы планировали подписать новый союзный договор по принципу, который предложил президент СССР Горбачев. Это значит перестройка, гласность и демократия. Но он должен был состояться в 1991 году, в августе месяце, и окружение Горбачева, и к нему потом присоединившийся после их поражения Ельцин, сорвали подписание этого договора, в котором все республики, которые входили бы в состав СССР, могли бы создать союз советских суверенных государств. То есть это типа, значит, новые государства, новые республики имели бы одинаковые
статус и жили бы в этой стране. Это было лучше, может быть, чем было прежде, но это было сорвано, и потом был развален Советский Союз. А Чеченская республика еще до развала Советского Союза, потому что, скажем, Российская Федерация Руси после принятия этих 3 апрельских законов приняла свою декларацию, в котором записывала, что она тоже такая же республика союзная, как и другие, приняла, значит, свою декларацию, в которой записала, что их законы России ФСР выше союзных. И тогда чеченский народ, тогда, понимая, что происходят вот такие события, неизвестно, куда все это свернется, будучи составом СССР, принял, значит, провел переговоры, то есть выборы, и 27 октября избрал власть и создал, тогда, будучи в составе СССР, создал свое суверенное и независимое государство со всеми атрибутами. И Советский Союз, ни РСФСР против не было. Наоборот, в мае 91 года даже РСФСР это признала изменением все эти. То есть вот такая была ситуация. То есть Чеченская республика, скажем, сумела тогда сделать такие вот ходы и создать в составе СССР свое суверенное государство, но которое было в составе, скажем, СССР. Когда СССР развалили, Чеченская республика вышла из состава СССР, как и другие все республики, и потом в международном правовом поле принял свою конституцию суверенного, независимого, демократического правового государства. И после этого 13 декабря Чеченская республика признана была Грузией. А в то время нынешней, тогдашней Российской Федерации России, хотя ее они назвали еще в бытности, скажем, СССР, они назвали ее Российской Федерацией России 12 декабря 1991 года, они сами назвали ее. Хотя из СССР были выведены 16 автономных республик с уровнем союзных республик, которые их статус был повышен. То есть они ее так назвали, но в тех границах, которые она есть сегодня, она была, значит, образована подписанием только 31 марта 1992 года. Это нынешняя Российская Федерация России, конечно, тогда, но Чеченская республика, туда этот договор не подписан, не входила. И нынешняя территория является оккупированной территорией в этом смысле, потому что они 5 раз на нас агрессию делали. Поэтому Ходорковским и другим надо знать, о чем они говорят. Если они говорят о праве, о международном праве, должны понимать, что они говорят. И нечего на нас навешивать всякие ярлыки или ваши провокации, которые вы здесь создаете, с кем бы то ни было, то ли с Кутаем и с другим. Вы работаете в паре, я как понимаю, это все. И нам это не нужно. А чеченский народ создал свое государство, и наше государство должно быть освобождено. И если вы нормальные люди, или вы говорите действительно, что вы демократы, либеральные демократы, вы должны это понимать, все, которые находятся в ПАСЕ. И нечего наговаривать на наш народ, который сделал свою республику, создал в рамках современного международного права. Вот что я могу сказать по этому поводу. А то, что, допустим, Кутаев там наговорил всякой этой, скажем, какой-то бредятины, это не имеет никакого отношения к тому, что является Чеченская республика, и нечего наговаривать на этом. Правда, это как бы ложится тенью в мире, они пытаются на весь мир тень наложить, что якобы мы такие-сякие, голову там отрубаем. Это все бред, никто никакие головы отрубать не собирается и не собирался. На нашу республику напали, и 5 агрессий было, почти 250 тысяч человек убили. Об этом не надо забывать. Поэтому мы говорим, вот в таком плане мы должны и действовать. Если есть современное международное право и придерживаться этому эти люди, которые сидят в ПАСЕ или в этой группе, я имею в виду, то вы не должны об этом забывать. Я не знаю, почему вас ПАСЕ туда собрали, наверное, потому что вы будете действовать в рамках международного права,
И поэтому я надеюсь, что вы к этому и заключению придете. Вот что я мог бы сказать об этом, Аслан. Мгм. Баркал Аят. Зубайр спрашивает, вот сегодня услышал, говорит, от Кутаева, где он говорит, что обвиняющий его в чем-то Моссадов, это вовсе не Моссадов, а искусственный интеллект. Может ли так быть? Но это не важно, обвиняет его или не обвиняет. Ясно, что он проводит пророссийскую политику. И начиная из 91-го, 2-го, 3-го года, я помню, чем они занимались, они против нас там в Доме офицеров собирались, а потом еще где-то собирались, потом говорили о каких-то там, значит, золото, Якутии, нефти, все такое, и потом говорили, что он какой, кто его избрал, скажем, председатель Конфедерации народов Кавказа. Кто? Назначила Москва. Это понятно всем. И нам известно, что эта организация была пророссийская организация, которая еще в 92-е, первые годы, она, значит, там организовывала вот это нападение на Абхазию и все такое. И тогда уже стало, что это была КГБшная организация, всем известно было. Сегодня, когда он эти вещи говорит, он должен разбираться, что он говорит и о чем он говорит. Если он там ошибся, то ошибись и уйди с этой политики и, значит, займись тем, чтобы в рамках современного международного права, чтобы действовать. Я призывал и Закаева, и его призываю, и других, хватит вот эти игры играть. Вернитесь в конституционное поле нашего государства и дайте, чтобы на Западе мы были единой командой, чтобы могли бы решать нашу проблему, чтобы нашу страну признали как это сделала Украина и другие страны мира. А вы своим этим поведением мешаете решать эту проблему всем нам, нашему народу, будущим нашим потомкам. Мы создали свое государство, и нечего, говорят, ставить палки в колеса. Вот что я думаю. Я бы тоже ответил бы, с вашего позволения, Зубайру следующим. Зубайр, когда появился искусственный интеллект? Год, 2, 3 года назад. Когда появилась запись о том, что Масхадов обвиняет его, называет его предателем, мерзавцем и так далее. Намного раньше появилась. Поэтому я сомневаюсь, что это искусственный интеллект говорит. Да, сейчас можно подделать, многое что можно подделать, но это было до создания, появления искусственного интеллекта. Поэтому сейчас ссылаться, что это было сказано так, это, ну, по крайней мере, не очень хорошая линия защиты. Так, друзья, задавайте вопросы, всех приветствую. Чавига Маша Уойль. Так. Вот тогда по поводу вот следующего человека, тоже сейчас мне присылали видео, есть такой Ахмед Закаев, у него есть якобы какой-то министр иностранных дел. И там Закаев говорит, что он очень верен, он его последовательный сторонник, его товарищ и так далее. И потом выясняется, что вот этот Шарипов, зовут вот этого так называемого министра российского, по-другому его не назовешь, что он вот снимал фильм про Ахмада Кадырова, что он режиссер сам по себе, там какую-то шахматную сейчас какую-то ассоциацию, что ли, возглавляет или что делает. Ну, короче, вот такая ситуация. Что вы скажете вот по этим двум людям, которые абсолютно нагло то воспевают Кадырова, создают ему фильмы, ролики, предают Ичкерию, что Закаев, что вот этот Шарипов, а потом садятся и рассказывают нам просто на голубом глазу, а наши люди теряются, когда такая наглая, откровенная ложь. Я бы сказал, что Кадыров, он открыто говорит свою позицию, а эти двойственную политику проводят, допустим, Закаев, так? Закаев, он говорит, что он является руководителем нашего государства. Государство, должность, которой нет в нашей Конституции. Он говорит о том, что они создают какие-то паспорта, раздают какие-то там ордена, которых у нас даже нету, так? У них, значит, герб у них совершенно не наш,
То есть они какое-то другое государство, под этим они вот манипуляцией занимаются. Или я уже говорил, что люди, которые с ними встречаются, пожалуйста, вначале просите у них, а покажите ваши полномочия, обоснуйте. У них Да-да. нет никаких полномочий. На А чем если они пиздятся? встречаются, говорят, мы это рассматриваем как действие против нашего государства, которое создал народ, и против тех людей, которые у нас только погибли в войне против этой российской гидры. Не считаясь с этим, вот некоторые политики, которые есть даже на Западе или там, допустим, на Кавказе, с ними встречаются, становятся их представителями, и все это вот манипуляцию принимает участие. Для нас это очевидно, наши люди это понимают прекрасно. Нельзя это делать, не поддерживайте этих самозванцев, вот что я хочу сказать. А про второго человека, который ты говоришь, я его вообще не знаю, кто он такой. Может быть, он и шахматист, я не знаю, он шахматист, да, или кто он? Не, он режиссер, но какую-то возглавил какую-то шахматную Украине от Ичкерии, что-то там такое. Ты знаешь, Да, как у ну, этого я его не Остапа знаю. Они же назначают кого угодно, и министром, как сказал известный наш бывший вице-президент Абу Мусим Саид Хасан, он сказал, что Закая может любого человека уволить, назначить, даже Трампа. Вот такой вот. Так что у него возможность у Закая мощный. Он может любого уволить и другого назначить. Поэтому не буду об этом говорить, но, по крайней мере, я считаю, что здесь мы должны действовать только в рамках современного международного права, кто бы то ни был. И если на этой основе мы не будем действовать, то мы потеряем то, что мы сделали в 1991 году в составе СССР, после того, как вышли из него, и потом после того, как вот это столько мы воевали, почти до 2009, 2010, 2015 года мы воевали. Сейчас мы ведем борьбу, в подпольную борьбу и на международной арене по признанию нашего государства. Государство, которое было создано со всеми атрибутами, со всеми институтами, со всей территорией, своей конституцией, и на основе того, что это государство не может быть отвергнуто, потому что оно силой захвачено. Эти вещи должны понимать эти люди, все, которые способствуют этим самозванцам, и все. Мы об этом говорили много раз. Да. Так что здесь вот такая ситуация, Аслан. Баркалая, Дересвер. Вот эту всю историю финансируют российские спецслужбы, Россия финансирует там. Не нытьем, так катанем, как угодно, пытаются внушить, где-то поставить ногу, например, что вот они там были, где-то там они по черкесам там где-то встречались, вот что мы там в Польше проводили какой-то. Потом в Мюнхене здесь какой-то там провели встречу, вот мы в Мюнхене, туда-сюда. Причем нужно отметить, в Мюнхене я видел кадры, не ручаюсь за полную информацию, которая есть, потому что не смотрел. Есть такой некий какой-то религиозный здесь деятель, СС, что ли его зовут, он там тоже находится вместе с Закаевым, там собирается. Вроде такой религиозный, вроде такой весь правильный, принципиальный. Это вещи. Когда было? Это когда было? Это было, но 2 недели назад. Они вот здесь, в Мюнхене, я видел просто отрывок, да. Я тебе пришлю, я пришлю тебе. И вот они там собираются, все сидят, общаются, там украинцы, они вот под украинцев, потому что через Украину у них много чего там, пытаются они здесь сделать. И вот таким вот образом они вот навязывают миру, что они являются какими-то представителями какой-то Ичкерии. Там, я не знаю, Ичкерию сам Закаев похоронил, а при всем при этом решил воспользоваться. Так вот, им выделяют деньги, их курируют там, без сомнения, на мой взгляд, российские спецслужбы, им выделяются деньги. Чего добивается российские спецслужбы? Они хотят нам не дать здесь организоваться, или реально они хотят его сделать за место Кадырова, Закаева или Кутаева? Тоже нет, они им не нужны совершенно, они им не нужны. Они их просто используют против того, чтобы наше государство, которое мы создали, так, чтобы это в мире посчитали, не дать нам возродить, не дать нам восстановиться,
а это для них как бы губительно, они считают. Вот как сейчас, если Украина в этом вопросе воюет против них, и она, значит, одержит победу, я в этом уверен. И тогда надо поставить, мы ставим сейчас этот вопрос, надо по деоккупации нашей территории и установлению нашей легитимной власти в рамках современного международного права и нашей Конституции. Это должно обязательно произойти. Вот они этого боятся, и вопрос о том, что мы поднимаем этот вопрос о восстановлении нашего государства, это их сильно коробит, и поэтому они вот этих вот людей здесь вот подтягивают, чтобы здесь не было единства. Когда вот мы говорили здесь, что мы вот этой работой занимаемся, некоторые вот эти, значит, представители национально-освободительного движения, которые есть здесь на Западе, говорили, вот чеченцы, вот все вы надоели, потому что вы, значит, все спорите. Они не понимают, что они к ним не вышли на уровень там, они сами спорят. Посмотрите, те, кто мне это говорили, как спорят с вами, скажем, ваши противники там из России, ваши же люди, они тоже против вас спорят. Поэтому переводить стрелку на чеченцев не надо, а мы говорим о том, что чеченцы создали свое государство и желаем того же и вам. И объясняем, если мы не можем это сделать, и для вас будут тоже закрыты эти ворота. Вот о чем речь. Поэтому вопрос вообще стоит в том, чтобы препятствовать нам восстановить нашу государственность и препятствовать тому, что вот этот развал России не произошел, и чтобы эти республики, о которых сейчас идет речь, чтобы они могли вести эту борьбу за освобождение своих территорий, восстановление своих государств, если им это удастся. Вот о чем речь в основном. Получается так, если мне тоже кажется, что его никто не собирается никуда назначить, даже только исходя из логики российских спецслужб, что человек долгое время находился здесь, в Европе, и может оставаться двойным агентом, и он будет для них представлять угрозу. Поэтому они даже из-за этого просто не взяли бы, не говоря уже о том, что поддержка у него там 0,1 среди чеченского народа. Но возникает тогда следующая такая последовательность. Если этот человек не собирается возвращаться, а вокруг него собираются не те, кто верит в Ичкерию, потому что в Ичкерию они никто не верит, они верят только в то, что кто-то даст им место за место Кадырова, и они могут там занять посты. То есть те, кто тогда, когда Путин давал Кадырову места, не успели вовремя отреагировать и принять это предложение. То получается, вот эта вся свита вокруг, которая полезные, которые не работают на российскую разведку, но надеются, что Закаев вернется и потом им даст какие-то должности. Они все в пролете, получается, тогда? Я думаю, ни на что они не держатся, они пока их интересует этот процесс, в котором они свободно здесь вот так вот оперируют и какие-то там из себя изображают. Для них важно, чтобы они какие-то назначения получали от самозванцев. Мне думается, как? Никакой надежды на то, что они вернут сюда и что-то там сделают, если даже мы восстановим свое государство, у них нету. Если они откажутся от того, что они сейчас, чем они занимаются, и будут помогать общему делу, этот вопрос еще тогда можно рассматривать. А так разговор не может быть никакой. Ни Путин, ни другие их поддерживать не будут. Мне так кажется. Да, ну я имел в виду немножко другое. Ну, давай к следующему вопросу перейдем. Давай. Добрый день, Аяд Асан. Как вы смотрите на высказывания чеченских историков в Европе в отрицании геноцида чеченцев, в частности, Майырбека Вачигаева, в отрицании геноцида чеченцев в 1944 году? Можешь более развернуто объяснить, что ты имеешь в виду? Что значит отрицание геноцида чеченцев? Да, если Европарламент признал это геноцидом, резолюцию вынес, то я не думаю, что Майырбеку есть смысл отрицать геноцид, который был. Так, можешь объяснить, Халдаца Ависа, что ты имеешь в виду? Висх, да, у тебя ник я здесь вижу.
Что ты имеешь в виду отрицание? Он говорит, не было геноцида или не было факта депортации под видом геноцида под видом депортации? Или он говорит вообще, что это был просто комфортный переезд с одного региона в другой, и никто не пострадал? Так? Так, ва алейкум салам. Так. Вот смотрите, аят. Здесь один шуруп зашел к нам, и вот он говорит, Закаев и его команда добились признания Чечни, почему-то Чечни, он пишет, а не Ичкерии, Украине. А вас мы что-то не слышали. Вы что, с Зеленским встречались? Значит, Если он нас не слышал, значит, он ничего не слышал, не знает. И, наверное, шуруп и есть шуруп. Пусть покажет. Мы как раз-таки занимались этим вопросом признания. Об этом сами украинцы сказали. Наши письма, наши обращения к Зеленскому, ко всем там были. Вопрос даже не в том, мы это занимались. Важно, чтобы это было сделано. Вначале Закаев, вся компания были против того, чтобы туда пошли наши добровольцы. Мы как раз этим поддерживали Мунаю Ису, который потом погиб. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что сейчас вот эти споры, которые устраивают Закаев и другие, это не нужно. Нам нужно единым фронтом действовать, а не действовать в пользу Кремля, раздробливая вот это все, что у нас здесь. Нам не важно, кто это будет и что, но если нас раздробливать пытаются, мы объясняем нашим людям, что нельзя так делать. И молодежи объясняем, и нашим воинам нельзя это делать, потому что мы должны единым фронтом. Мы, чеченцы, мы являемся патриотами своей Родины, который создал наш народ на основании нашего решения народа, и референдума, и всех остальных международных прав. И это является тем фундаментом, на котором мы должны объясняться. Что я буду сейчас кому-то показывать, рассказывать, шуруп, который вообще не появлялся нигде. Покажи свое лицо и давай говори, если это действительно есть кто-то, или действительно это какой-то там, не знаю я, какой-то, может быть, не знаю, фейк, что ли. Да. Так, здесь такой вопрос. Ну, вот Висхана, который комментирует. Майырбек Вачигаев отрицает геноцид чеченцев 1944 года. Он говорит, что с чеченцев погибло 30%, и Сталину просто нужна была рабочая сила в Казахстане. Поэтому женщин, детей отправил. Мужчин на фронт, а женщин, детей работать в Казахстан. Но если это правда, насколько это, я не слышал. Это надо рассмотреть, так говорит этот Вачигаев или нет, так? Ну, насколько я знаю, наш вот этот архив, Далхан Хажаев, мы с ним общались плотно, он тогда высказал предположение, они рассмотрели, что тогда было, я говорил об этом уже, выслано почти 1 миллион чеченцев и ингушей вместе взятых, так? Да. И после того, как они уже возвращались в 1957 году, через 13 лет, так, их было только 400 тысяч. И в числе тех, которые были 400 тысяч, были уже дети, которые были там рождены. То есть более половины было тогда погибло, убито. Да. То есть получается, тогда был еще, у нас было обсуждение, вопрос о том, что оказывается вот эти 6 ссылок, которые были сделаны против чеченского народа, ссылкой были, 6 раз ссылали нас, то нам нужно было, он тогда вывод такой сделали, что нам легче защищать свою сторону, чем поддаваться этой ссылке. Но они не поддавались, тогда было, конечно, огромные армии и движения, которые ссылали наш народ. Так получалось. Ну, вот такой вывод делали. А заявил такое этот Вачигаев или нет? Если он заявил, то это, конечно, неприемлемо совершенно неприемлемо, и его позиция очень странная тогда. Я, конечно, не приемлю ее никак, если это такое он делал заявление. Как это не было геноцидом? Они столько людей наши убили еще до того, как они были высланы. Они там в разных озерах везде топили людей,
закапывали наших людей в разных, значит, больницах, выкапывали земли, больных закапывали, в дороге расстреливали. Это все известно всем. А что это такое вот сейчас заявление, которое делает этот человек, ссылаясь на Вачагаева? Вачагаев, конечно, в этом вопросе неоднозначен. Я знаю его, хорошо знаю, чем он занимается. Может быть, вот здесь он ошибся, я не знаю. Мгм. Ну, вот Виск говорит, что это правда. Дуйбу швор, клянусь Аллахом, бомадуй аллахбо. Ну, Ну, пусть покажет этот документ, пришлет тогда, посмотрим. После весь халдаться ссылки под этим видео, под в YouTube, ты можешь просто ссылку разместить и время желательно, если ты там знаешь, укажи обязательно. Это очень важно и обязательно, и, конечно, это неприемлемо, это неправда, это неправда. Это был геноцид самый настоящий. Так, а дальше. Так. Я читал действовавший в Европе до и в ходе Второй мировой войны антисоветский Кавказский комитет. На самом деле возглавлялся агентом НКВД и был ценным источником информации для Москвы. Зубайр, это где это? В Европе это был, действующий в Европе? Вполне возможно. Ты что-нибудь слышал, Аят, когда был такой Я не комитет? слышал, пока Да, нет. я тоже не читал, у Абдурахмана Ахтарханова тоже об этом ничего не слышал. Хотя я его весь, по-моему, перечитал. Но в любом случае, я думаю, он какие-то там обоснования имеет. Конечно. Думаю, что вопрос этот надо будет рассмотреть. Да. Здесь вот приехали на Западе много наших разных людей, которые из себя вот здесь вот такие вот, скажем, необоснованные делают заключения во вред нам. Но надо проверить, чтобы не винить людей, если на самом деле нет. Мы посмотрим потом и поговорим по этому вопросу. Так, это так. Да. Так, дальше. Так, в прямом эфире на его канале. Прямой эфире, а Дарбо нет у него. Ну, наверное, сохранилось, если это в YouTube. Если в TikTok, то не сохранилось. YouTube, если это был, то покажет. Ну, в любом случае, идба датсон висан, хулил датсон. Геноцид, dünya no признать, но геноцид, Европарламенту признать, но не на геноцид. Масана хуш до газ, счастье на его компенсация целя, но то, что он обинак ниц бу реабилитировать до бош, так закон что он бана шлили на цель. Масана хуш, то есть геноцид яцбог из харцу хаица. Так, Киюйца ахатташ ежери. Задавайте вопросы. Задавайте. Почка работает на Россию. Сумца и Андрей Балбеш. Но я знаю, что на Кавказ реалии Майрбек Очагаев, когда там работал, или я не знаю, сейчас работает или нет, там абсолютно античеченская, антиичкерийская, много-много деятельность велась и материалов выкладывалось. И я постоянно с ними ругался, постоянно я им писал. Просто это вопиющее нарушение было. Не знаю сейчас, где он работает, но тогда это было так. Да. Дуй хатташ, вежери. По поводу тогда вот, еще есть минут у нас 10-11, я хотел бы спросить по поводу вот событий в Иране. То вроде заканчивается эта война. Теперь я вот смотрю, разные американцы, в том числе вот этот Джо Кент, которого я уважаю очень сильно, и этот человек, он много делал, чтобы освещать, чтобы предотвратить эту войну, он и все вместе остановили мы эту войну, получается. Но он сейчас снова начал говорить, что опять может развязаться, сейчас мы там втянемся, сейчас что-то Иран сделает, нам придется ответить, и потихонечку сейчас готовят к нас снова втянуть в эту войну. Как вы считаете, втянется США? Он говорит, это катастрофа для США. Или не втянется, как вы считаете? Ну, там действительно Иран собирается
не собирается подчиняться и принимать эти пункты, которые требует от него Трамп. Они говорят, что теперь они требуют, чтобы вот этот Зермузский, этот пролив, который-то есть там, да, чтобы полностью они контролировали этот пролив, и чтобы вот эту мзду, которую они будут собирать от каждого парохода или танкера по $1 миллион или $2 миллиона, чтобы это все пошло им. И другие условия, кстати, не хотят отдавать им уран, который они говорят, и не хотят, говорят, что они должны, значит, нечего им препятствовать созданию атомной бомбы. То есть вот такая напряженность, и Трамп говорит, что это я, мол, никак не соглашусь с этим, я снова там, значит, разгромлю вас. И вот такая ситуация стоит. И в то же время Трамп, я уже говорил, что у Трампа положение там в Америке внутреннее, как говорят, не очень-то и хорошее, потому что против тех решений, которые принимает и угрожает сам Трамп, там Конгресс, палата там общин, и все эти, они там, значит, уступают, как и говорил, и даже преодолели вето этого секретаря, там, ведущего, 182 или 3 голоса и проголосовали. Теперь они принимают эти решения, которые будут принимать, рассматривать вопросы о помощи Украине, оказании материальной помощи, оказании финансовой помощи и поддержку Украины. Будут поддерживать в этом вопросе НАТО и специально будут рассматривать вопрос о назначении, значит, какой-то там службы, которая будет работать по восстановлению разрушенного Украины. Значит, соответственно, туда будут даваться и какие-то вот финансовые вложения. В то время как Путин находится под крылом у Трампа, как бы, так и вместе с Цзиньпинем они пытаются вот эту ситуацию разрулить, чтобы сохранить Путина. Поэтому Путин едет якобы, ну не поэтому, наверное, по этой причине едут в Китай в скором времени, и где он там будет, все такое. И внутренние вот эти дестабилизации, которые там в шагу связаны, вот эти вбросы, это все связано, это хитрости, которые создать мнение, что там ситуация против Путина, а на самом деле усталость народа, как говорил, подчеркивается, усталость народа от этого Путина, который вот эти все дела вот устраивает. И поэтому вот эти либеральные деятели, которые находятся сейчас в ПАСЕ, о которых мы называли, они надеются, что они придут туда к власти, но мне кажется, что до власти придут не они, а придут те люди, которые находятся в самой России, изнутри. И если изнутри эта страна, значит, в принципе, если эта страна изнутри не будет, значит, изменена самим народом, который устал, то ее пока что там убрать не удастся, мне кажется. То есть эту власть, эту власть. Но этот процесс такой вот, знаете, как бы то ни было, он управляется и как изнутри, так и с внешней стороны. Посмотрим, куда это развернется. Но и Иран на своем настаивает. Иран говорит, вы столько нам нанесли ущерба, все это, давайте, это. Трамп говорит, нет, я это не сделаю. Вот сейчас по прибытии назад к себе в Соединенные Штаты Америки, они там будут рассматривать все эти вопросы. Более того, такой момент интересный. Когда Трамп возвращался с Китая, после того, как все эти переговоры прошли, там, говорят, такой момент был, что американцы выбросили в мусор все до последней, как говорится, авторучки, все выбросили в мусор, и на самолет обратно, который летели, они ее не взяли. Все, до последней так проверили, ни одну. Все выбросили, боясь то, что там могут быть какие-нибудь прослушивающие аппаратуры. Так что здесь ситуация у них не настолько, так говорится, мирная, они друг другу до этого уровня не доверяют. В общем, вот такая ситуация. Это читал, смотрел.
Интересно. Так что вот такие дела. Да. Ну, значит, у американцев точно есть такие ручки, Аят, которыми Да, можно наверное. раз они уже знают. Так, ну и у китайцев тоже. Иса Ахмадов спрашивает, распространяются ли законы и конституция Ичкерии на тех, кто заблуждался или предавал от Закаевых до других? Но она распространяется на всех, кто против и за. И я уже говорил, что, если кто-то там, значит, из нашей власти себя неправильно принял или неправильное решение принял, это не имеет ни юридической силы, не применяется судом, и что это все сметается в целом для нашего государства. Статья 5, да? А те, которые вот это все нарушения делали, они вот ответственны перед законом. Они же тогда что сделали, эти вот люди, о которых я сейчас говорю? Они взяли, выставили нашу Конституцию, и из этой Конституции они скрыли, убрали, как будто нет, конституционный закон, в котором напрямую они ответственны за то, что они вели переговоры с российской стороной о статусе нашей республики. Мгм. Вот в чем вопрос. И если все это вот так вот все мы видим, это потом будет видно. И поэтому они, конечно, ярые противники решения нашего вопроса и восстановления нашей государственности. В силу этого. Не только в силу этого, но и других вопросов, которые мы можем, об которых мы можем говорить. Вот и все. Мгм. Я так думаю. Да? Я думаю, они больше заинтересованы, чтобы Ичкерия не восстановилась, чем кто-либо, даже больше, чем русские. Конечно, из этого получается. Поэтому мы им говорим, пока есть время, возвращайтесь в конституционное поле и давайте не препятствуйте решению наших вопросов. Это как-то ослабит ваше, значит, преступление, отход от нашей судьбы и даст возможность вам где-то в какой-то степени смягчить отношение к вам. Вот о чем идет речь. Да. Да, смягчающие обстоятельства, как говорится. Так, Аюб Лату, я согласен, все правильно говоришь, говорится тебе, Аят. Ишталду. Так. Ну, мы уже 57 минут, Аят. В принципе, вопросов я больше не вижу. Предлагаю завершить наш сегодняшний стрим. Давай. Аят. В принципе, Давай завершим. Это не вопрос, это просто комментарий идет нам. Что? На этом, друзья, наш стрим сегодняшний подходит к концу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Прошу вас, если для вас это безопасно, распространяйте ссылку. Если у вас есть какие-то вопросы, и вам было неудобно задать их сегодня там, в стриме, там, в ТикТоке молчали, там, как-то, то вы можете или подумать, придумать какой-нибудь вопрос или пожелание. Вы можете написать под видео в YouTube. У нас на канале идет вот, стрим. Вы можете задать вопрос, прокомментировать, пожелание какое-нибудь высказать. Мы всегда рады, все комментарии читаем. На этом наш стрим заканчивается. Аят Хондерейс. Баркал. Всем спасибо, кто слушал нас. Баркал. Всем спасибо. Адикюль, Маш Оль. До свидания.